Использовать религию в целях заработка начинают все чаще. На западе Казахстана новый тренд – появление в соцсетях в никабе. Для так называемого стрима, прямого эфира на интернет-сервисе, местные дамы наряжаются в религиозный атрибут и появляются в нем в эфире. Хамас көп ішіп мас болып көрдің ба дейді. TikTok әлеуметтік желісіндегі Прямой эфир в приложении TikTok. 40-летняя жительница города Актау вела в черном никабе. Во время эфира перед 16-тысячной аудиторией гражданка неоднократно выражалась нецензурно. Кроме этого, в ее выступлении есть элементы разжигания национальной розни, оскорбления чувств верующих и принижения национального достоинства. Все это подтверждено видеозаписью и результатами проведенной экспертизы. Нарушительница работала в детском саду, она является матерью-одиночкой и воспитывает 3 несовершеннолетних детей. Во время судебного процесса женщина свою вину признала и раскаялась. Учитывая все эти обстоятельства, суд приговорил ее к 4,5 годам ограничения свободы. Это мода, это в действительности идет просто, вот, как говорится, мода для того, чтобы акцентировать на себя внимание. Мы привыкли уже к каким-то определенным стереотипам, к каким-то определенным стандартам, но когда появляется что-то новое, да, и что-то такое необычное, это всегда вызывает повышенный интерес. Необычное одеяние используется для увеличения числа зрителей прямой трансляции. Чем больше их, тем больше возможность заработать. По кейсам, которые мы делаем выводы, прежде всего, конечно, это социальный фактор, мы не должны этого исключать. Во-вторых, это, конечно же, религиозная неграмотность. Третья причина – это все-таки личностные, такие психологические причины. Это склонность женщины, вовлечение в экстремистскую организацию. Светское государство позволяет людям веровать. К сожалению, многие люди не понимают само понятие как принципа демократии. Демократия иногда считается с их слов как все дозволено. Все-таки должна быть граница своего поведения, этики поведения, даже среди мусульман. Чаще всего такие актрисы интересны неискушенным в религиозном вопросе молодым людям. Для них никаб – это загадочность и причастность к религии одновременно, а для самих обладательниц черного головного убора – это своего рода сценический костюм, который не мешает ругаться матом, курить, употреблять спиртные напитки и вести вольный образ жизни. Религиозная пропаганда в онлайн-среде получила новый импульс после пандемии. Сегодня люди все больше обращаются к социальным сетям для духовного руководства и утешения. Мы должны не забывать, что наряду со священнослужителями в социальных сетях начали вести пропаганду различные люди, не обладающие глубокими религиозными знаниями. Их внешний вид в социальных сетях никого не должен вводить в заблуждение. Мы должны понять, что религиозная атрибутика внешняя в социальных сетях это не означает истинную приверженность исламской религии. Поэтому мы призываем общество слушать наставления официального духовенства. Это своего рода бизнес. В обществе стало модно быть набожным. Оденемся в никабы. Захочет оно красивых тел – оголимся. Вера здесь только в деньги. До духовности дело пока не дошло.